gentlemen, you've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We're going to keep it clean. Touch gloves. Let's do it. Полусредний вес. Камару Усман, Леон Эдвардс. Чемпионский поединок. 5 раундов по 5 минут. Смотрим. Свой пояс Камару получил, одолев в одностороннем, однозначном, доминирующем поединке пикового Тайрона Вудли. Казалось, что тот никому не отдаст еще долгое время своего пояса, но Усман его просто уничтожил. В буквальном смысле отправив на свалку времени. Камару не проигрывал с 2013 года, Леон Эдвардс с 2015 года. Невероятные серии побед. И вот сегодня обстоятельства свели этих парней снова. Использует пока дистанцию Леон Эдвардс. Насколько он, кстати, больше, заметит, Камару Усмана. Раньше Усман был decision-машиной, но в последние годы, в том числе благодаря Тревору Уитману, он еще и очень сильно прибавил в ударке в прошлом году. И Гилберт Бёрнс, и Хорхе Масвидаль красочно отлетали. Только Колби Ковингтон дожил до конца во втором поединке, а в первом его в 5-м раунде со сломанной челюстью все же вырубил Камару Усман. Как просчитывает Усман? Внимание на левую руку. Обратите, это главный рабочий аспект, показатель интеллекта. Он присаживает соперника на свои трюки и после этого разбивает. Вот, посмотрите, какой классный удар с левой и тут же проход в ноги. Запомните сей факт. Эдвардс с ним знаком, но это невозможно предугадать. Но вот посмотрите, как великолепно Эдвардс отзащищался, находясь у сетки. При том, что там гораздо сложнее. И сам чуть было сейчас не подсек ногу Камару Усману, но провалился. И в итоге все равно оказался на спине. Стопроцентная защита Усмана по карьере при серии 15-0 от тейкдаунов. Если Эдвардс это сделает, честь и хвала. Эдвардс вспоминал, что не был ни разу борцом в прошлой попытке. Сейчас он показывает, что, конечно, поднял скилл, но против Усмана это надо показывать каждую секунду. Но вот в таком положении Усман очень любит работать, и он может сделать это на протяжении 5 раундов. Но это, правда, было до нокаута, конечно, с Хорхе Масвидалем. Но вот в первом поединке прослеживалось. Пытается освободиться Леон Эдвардс, развернуться. Усман стягивает снова вниз. Но вот не получается посадить Эдвардса. Уже 4 попытки тейкдауна насчитали Камару. Одна из них успешная. Хотя там сам на самом деле-то оказался Эдвардс на спине, когда попытался подсечь ногу Камару. Разворачивается Леон у сетки. Неплохой замах. И вот тейкдаун оформляет Леон Эдвардс. И оказывается сверху в маунте. Причем позиция абсолютно рабочая. Вот она статистика. Первый боец, кто сумел уложить Камару Усмана. Все когда-нибудь случается в первый раз. Вечер уже давным-давно перестал быть томным. И Эдвардс добавляет градус. И сверху начинает работать Леон Эдвардс. Наносит тяжелый удар. Как будет выбираться из этого положения Камару Усман? Он наверняка это вообще не отрабатывал на тренировках. Потому что просто никто не мог его никогда повалить. А рука-то Эдвардса пролазит. И он заходит за спину. Минута 20. Мы уже видели апсет Прохаска Гловер Тейшейра. И там никто не предполагал, что абсолютно безумный ударник и самурай Прохаска сможет задушить Гловера. Причем в поединке, в котором он проиграл наверное, каждый из раундов. Но большинство так точно. Такое ощущение, что просто сейчас Эдвардс забрал определенные скиллы у Чарльза Оливейры и начинает активно работать в излюбленной позиции бразильца. А мы можем вспомнить Валентину Шевченко, которая чуть не утратила свой чемпионский титул, но все же победила. Сейчас Усман в неприятном положении. 40 секунд. Эдвардс активно продолжает лезть под шею Камару.
Нигерийский кошмар сам в стадии кошмара. Только английского. Или ямайского, уж кому как угодно. Но нет, здесь не получится провести уже удушающий прием. Снимает захват. Камару Усман. Остается 10 секунд. Но вот, кстати, кому отдать раунд? По сути, это опасная позиция. Я думаю, что Леон Эдвардс должен забрать. По ударам 37-11. И вот сейчас, ох, какой ближний бой. Такого клинча мы еще не видели. Хорошо, зарядился Усман. И это то, что ему было нужно. Я согласен с тобой абсолютно. Ему надо чувствовать, что он в таком угрожающем для себя положении. Wear this motherfucker down. I don't want you making a mistake, though. We made one mistake. It's okay. It's okay. Now you feel him. Я не хочу, чтобы ты больше допускал ошибок. Одна ошибка — это окей. Теперь ты его чувствуешь, говорит Тревор Уитман. Ну, для меня это лучший коучинг со стороны Тревора Уитмана, который я за последнее время слышал. И Роуз на майонез титул утратила. И Джастин Гейджи не завоевал его. Сейчас надо сохранить то, что есть. То, что в абсолютной степени доминирующий. Но Леон Эдвардс выдал шикарный перформанс. Удивил в первом раунде. Будет ли у него шанс это повторить? Итак, смотрим дальше. Леон Эдвардс просто красавец пока. Фронт-кик. Готовит правую руку Камару. Готовит ее. Боковой удар. Но главный элемент непредсказуемости — это работа левой и проход в ноги. Абсолютно Эдвардс все это успел разобрать и изучить, но в деле это другая история. Это ты всегда на грани, ты всегда висишь на волоске. Прижимает Усман привычно своего соперника к клетке. 10-9 Скотт Фонтана отдает в пользу Эдвардса. Первый раунд. Много decision'ов было в карьере Усмана. Что там было? Неужели пропустил удар? Но ни разу не было сплита у Усмана. Это тоже важный фактор. Хай-кик! И работа по корпусу начинает Усман апперкотами кормить челюсть Эдвардса. На его поле переигрывает. Возвращается в центр. Эдвардс. Пока Леон не наносит удары во втором раунде, во втором отрезке. Но опять же, да, не будем забывать, 5 раундов. Здесь важно и силы свои рассчитать. Стомпы пробивает Леон Эдвардс. Эдвардс очень тягучий, очень длинный. Он достает. Вот сейчас достал глаз. Это неприятная история. А это за Эдвардсом водится уже. Мы помним поединок с Белялом Мухаммедом. Да. Мухаммед тогда в буквальном смысле плакал, потому что его глаз закрылся, не видел, там текла кровь. И вы сейчас посмотрите на Мухаммеда. Это все привет от Эдвардса. Ну, повезло здесь Камару, что по касательной, да. Но это ужасно. Много разговоров в этом сезоне по поводу подобных ситуаций, по поводу перчаток, которые необходимо менять. Не извиняется, кстати, Леон Эдвардс за этот эпизод. Камару Усман говорил на пресс-конференции, что в том поединке, в их первом противостоянии, он понял об Эдвардсе одно. Когда дела идут плохо, он сдается. То есть он не чемпионского калибра. Это хотел подчеркнуть Камару. Что он почувствовал, что в определенный момент в их первом противостоянии Эдвардс принял это поражение и смирился с ним. Но в современной истории ММА без поражений ты не добьешься успеха. Чарльз Оливейра тому является ярким подтверждением. Еще одно сближение Усмана. Половина раунда. Достает левой. И, по-моему, болтанул даже слегка Камару. Камару болтали периодически. Да. В том числе Гилберт Бёрнс это сделал. Тот очень хорошо болтал. Но при этом пал от нокаута.
С Усманом нельзя заигрываться. Сближается Камаро. Меняет периодически стойки Леон Эдвардс. С левой снова попадает. Атакует по корпусу. Отступает Леон Эдвардс назад. Усман поджимает своего соперника. Он постоянно подшагивает. То, что он также практикует на регулярной основе, это как раз-таки попытка отбить стопу. И, возможно, в этом поединке Камару Усману это пригодится. Да и вообще, вот его тактика не переводить в партер или работать в стойке, которую мы в последнее время видим, а именно работа у сетки, может быть, понадобится здесь Камару Усману. Ну и Эдвардс может уснуть при таком положении вещей. Очень плотный захват со стороны Камару. Пытается зайти за спину. Не дает. Эдвардс. Ну и не отпускает Усман. Выбирается сам Леон. Колено пробивает. Хорош. Очень круто подготовился Леон Эдвардс. Снова у сетки оказывается. Причем не боится здесь размениваться с Камаро. Дает тому возможность поработать первым номером. Ох, как плотно-то по корпусу пробил сейчас Камару Усман. 40 секунд. Левая рука обвисает сейчас у Эдвардса. Количество акцентированных попаданий во втором раунде. И тут чемпион демонстрирует свою мощную силу. То, за что его кошмаром и прозвали. Пытался запустить локоть Камару. Еще один. Пробивает по корпусу снова. Отвечает Леон Эдвардс. Привычно доминирующий раунд от Камару Усмана. Классика нигерийского жанра. Но при этом Камару каждый раз не торопится отходить от соперника. Он каждый раз пытается его поддавить морально. И ту черту, которую Давид упомянул, вот это отсутствие чемпионского характера, он на нее давит. На пресс-конференции, перед выходом в октагон, уже в октагоне, перед первым сигналом, перед первым раундом. Все это постепенно Камару Усман возводит в степень гротеска. Ну и когда поплывет Леон Эдвардс? Первый раунд, возможно, он где-то выиграл. По крайней мере, мы видели твиты на эту тему со стороны именитых зрителей. Ну а во втором у британца no chance. Не дай ему давить на тебя, говорят Леону Эдвардсу. Итак, третий раунд. Мы знаем, что периодически бойцы, которые бьются в пятираундовых боях, намеренно отдают какие-то отрезки, чтобы потом активнее себя проявить в следующем. Возможно, это как раз тот случай. Посмотрим, потому что Леон Эдвардс как-то странно застаивался у сетки и принимал удары, абсолютно необязательные для него. Также дал себя перевести, опять же, оказавшись у сетки. Это главное, по сути, правило не оставаться у сетки против борца. То есть ты должен всегда находиться где-то поблизости к центру, где тебе можно спролить, где тебе можно лучше защищаться от проходов. Усман часто меняет стойки, но в этом поединке это регулярно делает и Эдвардс. А вот Усман на левую руку рассчитывает. Он ее классно выбрасывает, но он всегда ее использует как перспективу под выход на тейкдаун. Удар короткий и сразу же проход в ноги. Вот сейчас он видит, он потянулся, он ведь обозначил. А Эдвардс как-то не отреагировал. И вот снова перевод. И все становится гораздо проще. Усман легче добивается желаемых позиций. Локоть там был. Но поднимается тут же Леон Эдвардс. 3 тейкдауна из 7.
Пытается снять захват. Снова пробивает по бедру Камаро. Эдвардс сейчас отдает отчет тому, что малейшая ошибка приведет к фатальным последствиям для него. Все нужно делать, как на минном поле, максимально осторожно. Но и застаиваться у сетки, опять же, идея так себе. Но все-таки вставляет андерхуки Леон Эдвардс. И теперь клинч. Перестал использовать подсечки Леон Эдвардс. Хотя у него в первом раунде получилось удивить Камару. Почему бы не вернуться к этой тактике? Отступает назад. Дышит пока прекрасно представитель Бирмингема. Колено попытался. Очень хорошие колени. Классно их вставляет Леон Эдвардс. Вот опять же застаивается. Застаивается Леон Эдвардс у сетки. Снова стоит. И снова вынужден защищаться от тейкдауна. Большой проблемой для Леона по совокупности станут локти, потому что они наносят самые мощные удары в голову британца. Позволяет зайти за спину, и вот это уже история, попахивающая досрочным концом. Насчет досрочного конца не знаю, но то, что 2 раунда уже забирает подряд Камару Усман, это точно. Выключена левая нога у Эдвардса. Ну и наборовшись с Усманом, который готов перейти в полутяжи, Эдвардс, конечно, уже прочувствовал всю массу нигерийского кошмара. Но я думаю, что, честно говоря, Камару Усману в полутяжелом весе делать-то нечего. В среднем еще куда ни шло, да. Но в полутяжелом, где есть такие монстры, как Прохаска, Гловер Тейшейра, который выше его на 35 голов. Да не пойдет он никуда, ему это не надо, но... Заявить об этом. Трэш-ток должен быть. Да, чтобы об этом говорили, обсуждали, вот как мы сейчас с вами обсуждаем. Да, наверное, ради этого все и делается. Пока что есть определенные дела у Камару Усмана и здесь. Есть Леон Эдвардс, есть Хамзат Чимаев, есть ряд других бойцов, которые еще могут составить конкуренцию нигерийскому кошмару, которому, кстати, уже 35, не забывайте. А это достаточно солидный возраст. Примерно в этом возрасте Тайрон Вудли и стал угасать. Вспомнил Вудли. 336-60 по ударам. Так закончился тот чемпионский бой. Плюс 275 в пользу Камару. Сейчас Эдвардс выглядит, конечно, печально. Выход на гильотину получится. При том, что первый раунд блестящий Эдвардс провел и как-то сдал позиции. Причем не сказать, что Камару-то перестроился. Он показывает абсолютно то же самое, что было в первом раунде. Но Эдвардс абсолютно другой боец. Вот-вот, те самые психологические игры со стороны Камару Усмана. Причем Камару каждый раз это делает. Ему плевать, смотрят на него или нет. Ты проигрываешь 2 раунда. Ты должен выбрасывать удары с рук. Начни бросать удары. Мне нравится твой джеб, выбрасывай свой джеб, он убивает его, говорит Тревор Уитман. Восьмисекундный нокаут Эдвардса над Сетом Бачински на турнире Fight Night 64. Он 3-й по скорости. Кстати, об этом нам плашечкой напоминали на экране. Но вы знаете, что 5 секунд в этой же весовой категории Масвидаль против Аскрина. Смотрим дальше. 4-й раунд. Пора Эдвардсу положение вещей исправлять. Ну да, надо забирать 4-й и 5-й раунды, и тогда есть шанс выиграть со счетом 3-2 по раунду, опять же.
чемпионские отрезки. Камаро сейчас попадает, а вот Эдвардс нет. Кстати, классный элемент. Упрекали Усмана в том, что вот подобные уклонения ему до сих пор не даются. Но нырок был в стиле, лучшем стиле боксера. Ну, мы видим, что в Твиттере все отмечают, Камаро Усман выиграл последние 2 раунда, а вот Эдвардс сумел таки забрать корпус. Что это ему даст? Попытка поменяться ролями. Так, заправляет одну ногу. Пытается стянуть вниз. По-моему, не совсем понимает Эдвардс, то ли ему забираться на спину, то ли ему пытаться подсекать ногу. Он просто не понимает, что из этого какие-то хоть шансы имеет против Камаро Усмана. Тот держится за клетку. Хербдин постоянно одергивает пальцы чемпиона. Вот здесь неплохо было бы побить по бедру, на самом деле. Если не получается переводить, поконтролировать, вот так побить по бедру и забрать 4-й раунд за счет контроля. Почему бы и нет? Все оставить на заключительные 5 минут. Ну, по крайней мере, выровняется счет, хотя бы будет 2-2. Да, и интрига точно появится. Но отпускает Леон Эдвардс. И тут же Камаро возвращается с ударами. Ну, сам теперь Камаро пытается провести тейкдаун, и Мастер-класс. получается, да. Вот как надо работать. Убрал ноги, сложил как чупа-чупс. Седьмой раз в карьере Камаро Усман проводит больше 5 успешных тейкдаунов подряд. Ну вот здесь уже поединок принимает односторонний характер. Леону надо просыпаться. Но он хоть и является обладателем столь быстрого нокаута, но если посмотреть на его достижения, нокаутов там совсем не густо. Только 6. У Камаро, в принципе, тоже-то немного, меньше половины. То есть из 20 побед 9. Но если смотреть на то, чего он достиг в последнее время, вырубая таких крепких ребят, как Колби Ковингтон, Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль, Поднимается потихоньку Эдвардс. У него все меньше и меньше времени. Остается до конца 4-го раунда. провоцирует Усман сейчас еще и на то, что до решения тебе смысла доводить нет, ты там ничего не услышишь в свою пользу. А значит, Эдвардс должен демонстрировать именно то, в отсутствии чего Усман его упрекал. Чемпионский характер. Другого варианта не остается. 1,5 минуты. Усман в своем духе. Он нас не удивляет. Это все ожидаемо. Но каждый раз, когда он это делает, это вызывает восхищение. Да, и вот в этой связи, конечно, поединок с Хамзатом Чеваевым смотрится просто интереснейшим противостоянием для Усмана. А по-другому, наверное, обойти эту тему не получится. На какое-то мгновение мы забываем вообще о существовании других оппонентов. Но в данной ситуации мы видим, что Эдвардс пока еще не отработанный материал, но с тем, что творит с ним Усман, вот, пожалуйста, легко, непринужденно. Попытки выбраться, иди сюда. Разворачивает, крутит как хочет. Усман идет к очередной защите, 6-й подряд. Вернись, пожалуйста, в ту позицию, в которой ты был. Так, а что там было? Видимо, то, что за сетку схватился, поднимаясь. Леон Эдвардс возвращает как раз-таки Хербдин в это положение. 30 секунд до конца. Эдвардса никто не нокаутировал, никто не сабмитил. Один раз дисквалифицировали, дважды по решению, в том числе и Усману, он проигрывал. Хорошая серия ударов. 10 секунд до конца. С колена там пробил неплохо Леон Эдвардс, но кроме этого больше ничего мы не увидели в этом четвертом отрезке. Раунд завершен.
И продолжает испепелять взглядом Камару Усман. Кошмар, кошмар. А следующее номерное событие — претендентский бой. Диас против Чимаева. Ну, наверняка таковым он станет. Но претендентский он, наверное, только для Хамзата. Вряд ли для Диаса, у которого последний бой по контракту. Но Дэйна Уайт сказал, что если Диас нас удивит, я не вижу причин. А согласится ли Диас? Зачем ему надо? У него все уже хорошо, там на горизонте боксерские бои с братьями Полами. Но стоктонский парень из тех, кто будет громко хлопать дверью. Наверное, зависит от того, какой контракт будет все-таки, да, на какую сумму. Ну, пытаются психологически Леона Эдвардса подбодрить, настроить на заключительный раунд. По сути, ему нужен только нокаут в этом противостоянии. Ничего другого его уже не устроит. Арена установила рекорд. Сегодня 18 321 зритель здесь собрался в Солт-Лейк-Сити. Выбрасывает Камару джеб. Тут же по корпусу атакует. Что там? Не понравилось Леону Эдвардсу. Вроде бы все было легитимно. Времени все меньше и меньше у Леона. Если он хочет стать чемпионом, пора бы включаться. Хотя бы показать то, что он показал в первом раунде. Колено. Снова по корпусу. Но мы не торопим события. Прохаска показал нам, что как бы ни развивались события по ходу чемпионского боя, всегда есть шанс на интерпретацию. Но там были такие качели. Я думаю, здесь более показательным даже поединок Доминика Круза и Марлона Вера, да, потому что Марлон проигрывал как раз-таки бой до нокаута. Проигрывал там несколько раундов на карточках. Вот здесь похожая ситуация с Леоном Эдвардсом. Единственное, что он ни разу не сумел потрясти Усмана. А вот Вере это удалось сделать. И очередной тейкдаун. Нет, устоял. Главная ошибка, которую допускает Леон Эдвардс, это то, что он оказывается у сетки. Я не понимаю, почему он это не отработал с тренерами. То есть это же банально. То есть ты должен выходить, ты не должен оказываться у сетки и там стоять. Ну или не должен быть такой легкой добычей, потому что Усман за этим и идет. Он как крокодил подходит и начинает рвать и метать тебя в разные стороны. Почему Леон Эдвардс не пытается действовать так, как он действовал в первом раунде, непонятно. Усману такой ход событий последнего раунда вполне подходит. Да, доведет до решения в свою пользу. Ну и согласись, на данной стадии этого боя очередное доминирующее единогласное выступление Кошмара. Единственное, что недосрочная победа, которой, наверное, так не хватает Камару сейчас. С учетом, опять же, его доминирования в последних боях. Тотально. Здесь все-таки первый раунд он отдал. А это, что не говори, звоночек. А годы летят. Да. Но сейчас Хербдин дает шанс Эдвардсу, выводя в центр октагона. Ну вот просто представь, если бы вместо Эдвардса в первом раунде был Хамзат Чимаев с его невероятной борьбой. А что представлять? Скоро увидим, мне кажется. Все к этому идет. Я имею в виду, представь, если бы Хамзат забрал спину. И бойцы оказались бы вот в том положении, в котором Эдвардс оказался. Давайте посмотрим еще раз. Ну, наверное, низковато все-таки было, да. Особенно с этого ракурса кажется, что Эдвардс угодил в запретную область. 2 минуты до конца, даже меньше.
5-го раунда. Лоу-кик пробивает сейчас Леон. Усман делал операцию, долго восстанавливается. Сегодня он готов, как всегда. Он в отличной форме. 1,5 минуты. Легендарная 6-я защита. Наклевывается. Ну и 16-0, как в свое время у Андерсона Силвы. Дальше бразилец не пошел. Вопрос по Усману тоже. Если там Чимаев, дальше будет не очень просто. А точнее вообще не просто. Но еще минуту мы будем говорить только о паре Усман-Эдвардс. Вот опять же. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Это что сейчас было? Что сделал Леон Эдвардс? Что сделал этот парень? Я в шоке. У меня нет слов. Камару Усман вырублен. Никаких 16-0. Наглухо! Наглухо! Леон Эдвардс, новый чемпион UFC в полусреднем весе! В 5-й раз в этом году мы услышим фразу «And new». 13-й чемпион весовой категории, где царили Джордж Сен-Пьер, где царил Тайрон Вудли, где царил Мэтт Хьюз и Камару Усман. Вот это да! Причем Камару Усман абсолютно побеждал в этом противостоянии. Просто без шансов, отдав только первый раунд. Посмотрите. Марлон Вера, Доминик Круз. Да, Здравствуйте. о котором мы сегодня говорили. Марлон Вера, Доминик Круз. Снова привет. Невероятно. И опять же, кстати, отсылка к Джону Джонсу с Даниэлем Кормье. То же самое. Защищается Камару Усман, пытаясь заблокировать удар по корпусу, думая, что удар летит туда, как делал Даниэль Кормье в свое время. И Джон Джонс пробил в голову. Точно такой же удар. И точно такой же нокаут. Но там, правда, добивание еще было со стороны Джона Джонса. Настоящий хай-кик. Как это все-таки осекает, да? Еще минуту назад мы думали, ну, все идет так, как необходимо Камару Усману. Вот клуб «Ренегат», прошу прощения, что перебил Дэвида Лоулера, который болел за Леона Эдвардса в Бирмингеме. А что делать Тревору Уитману? Все его чемпионы биты в этом году. Тренер года, на секундочку. На секундочку, да, 2021. Что это? Апсет 2022? Но вообще это точно апсет. Если по Гловеру Тейшейры там было по ходу поединка столько всего, то в данном случае, ну, ты поставил бы ломаный грош на Эдвардса в конце и был бы безумцем. В тебя бы тыкали пальцем. Ты точно что-то знаешь, если ты ставишь после 4-го раунда на Эдвардса. Ты точно в чем-то замешан. Да. Британский чемпион. После Майкла Биспинга Леон Эдвардс. Он взял феноменальный реванш. Он не может сдержать своих слез. Он после такой недооценки, такого психологического давления. Но вот он спорт, вот он ММА. Это все высочайший уровень. Малейшая секунда, малейшая ошибка. И все заканчивается. И снова молодость побеждает опыт. 30 лет против 35. И вот эти, вы знаете, вот эти маленькие моменты, когда ты перестаешь видеть удар, когда у тебя уже притупляется слегка, казалось бы, реакция. Вот это банальная ошибка. Тот же первый раунд, когда ты пропускаешь тейкдаун, когда до этого за тобой не водилось. Это как же по-человечески жаль Камару Усману. Но, как говорится, поражение от побед ты сам не должен отличать. И я думаю, что это большой урок для Камару Усмана, что все равно находится голодный зверь, который жаждет именно того, что есть у тебя. Камару Усман очень много говорил во время пресс-конференции, что все вы хотите выглядеть как я. Если бы у вас было столько денег, как у меня, вы бы точно так же ездили на таких же роскошных тачках и летали бы на таком же джете, как я летаю. Он также, кстати, сделал отсылку к машине Леона Эдвардса, спросив: на чем-ка ты ездишь, Леон? Вспомни, на чем ты возвращаешься домой после тренировок. И вот это все
конечно же, не могло не сказаться. Леон Эдвардс ждал этой победы, он охотился за ней, он ждал этот момент. Да, он проигрывал 3-й, 2-й, 4-й раунды, он проигрывал их абсолютно. 188-54 по ударам, по тейкдаунам 5-1. Да, акцентированных, кстати, из этих 54 45. Это хорошая цифра, мощная. И я думаю, что даже сам Леон Эдвардс не ждал, что он сможет нокаутировать Камару Усмана. Фантастика. Вот честно признаться, я думаю, ничтожный процент людей, в который входит Майкл Биспинг, сегодня думали, что услышат фразу «and you». Я точно не входил. Давид, не знаю, насколько ты себя представлял. Майкл Биспинг поддерживает